Одиночество — это чувство, которое хотя бы раз переживал каждый человек. Иногда оно приходит тихо, почти незаметно, вечером после работы, в пустой комнате, среди бесконечной ленты социальных сетей. Иногда оно накрывает внезапно, после расставания, потери близкого человека, переезда или предательства. И самое странное в одиночестве то, что оно может существовать даже среди людей. Можно сидеть в шумной компании и чувствовать внутри абсолютную пустоту. Современная психология говорит о том, что одиночество не просто отсутствие общения, это внутреннее ощущение разрыва между человеком и миром. Это чувство, будто тебя никто по-настоящему не понимает, не слышит и не видит. Но важно понять одну вещь. Одиночество не приговор. Оно не означает, что с вами что-то не так. Иногда одиночество становится не концом жизни, а началом глубокого знакомства с собой. Многие люди боятся оставаться наедине с собственными мыслями. Именно поэтому они постоянно ищут шум, разговоры, сериалы, музыку, бесконечное общение, лишь бы не столкнуться с тишиной внутри. Но психология счастья показывает удивительную закономерность. Человек, который научился быть в мире с самим собой, становится эмоционально сильнее, спокойнее и счастливее. Парадокс заключается в том, что одиночество может стать важным уроком жизни. Оно словно зеркало показывает нам то, от чего мы убегали годами, наши страхи, нашу неуверенность, нашу зависимость от чужого мнения, нашу потребность в постоянном одобрении. Очень часто люди чувствуют одиночество не потому, что рядом никого нет, а потому что потеряли контакт с собой. Они привыкли жить ожиданиями других людей, соответствовать, нравиться, быть удобными, полезными, сильными. Но внутри при этом появляется огромная усталость. Человек начинает забывать, чего хочет именно он. Когда мы остаемся одни, возникает тревога. Психологи объясняют это тем, что мозг воспринимает изоляцию как потенциальную опасность. С древних времен человеку было важно находиться в группе ради выживания. Именно поэтому чувство одиночества может причинять почти физическую боль. Но современный мир изменился. Теперь одиночество не всегда означает опасность. Иногда это пространство для восстановления души. Счастливая жизнь начинается не тогда, когда рядом появляется идеальный человек. Она начинается в тот момент, когда вы перестаете чувствовать себя пустым без других людей, потому что никакие отношения не смогут спасти человека, который не научился любить собственную жизнь. Люди часто пытаются заполнить внутреннюю пустоту кем угодно. Они цепляются за токсичные отношения, терпят холодность, предательство, равнодушие только ради того, чтобы не остаться одни. Но страх одиночества способен разрушать человека намного сильнее, чем само одиночество. Психология утверждает, эмоциональная зависимость появляется тогда, когда человек не чувствует собственной ценности. Он начинает искать подтверждение своей значимости извне. Ему постоянно нужно внимание, сообщения, звонки, одобрение. Но проблема в том, что чужая любовь никогда не сможет закрыть внутреннюю дыру полностью. Именно поэтому так важно научиться строить отношения с самим собой. Представьте человека, который умеет наслаждаться собственной компанией. Он может гулять один и не чувствовать себя несчастным, может пить кофе в тишине и ощущать спокойствие, может проводить вечер дома без чувства пустоты. Такой человек не перестает любить людей. Наоборот, он начинает строить более здоровые отношения, потому что больше не пытается использовать других как спасение от внутренней боли. Одиночество становится особенно тяжелым тогда, когда человек сравнивает свою жизнь с чужой. Социальные сети усиливают это чувство. Кажется, будто у всех вокруг насыщенная жизнь, любовь, друзья, путешествия и счастье. Но психология давно доказала, люди показывают миру только лучшие моменты. Никто не публикует свои слезы, страхи и бессонные ночи. Очень важно перестать воспринимать чужую картинку как реальность. Счастье никогда не рождается из сравнения. Оно рождается из принятия собственной жизни, из умения замечать простые вещи: утренний свет, музыку, дождь за окном, спокойный разговор, любимую книгу, вкусный чай, тишину после тяжелого дня. Человек, который умеет ценить маленькие моменты, становится психологически устойчивее. Когда вы переживаете одиночество, первое, что необходимо сделать — перестать воевать с этим чувством. Чем сильнее человек пытается убежать от боли, тем сильнее она становится.
Эмоции нельзя полностью подавить, их можно только прожить. Позвольте себе признать, да, мне одиноко. Не нужно стыдиться этого состояния. Одиночество не делает вас слабым, оно делает вас человеком. Иногда именно в периоды одиночества люди совершают самые важные открытия в своей жизни. Они начинают лучше понимать себя, менять окружение, находить новые смыслы, развиваться, переосмысливать ценности. Многие великие философы и психологи говорили о том, что тишина необходима человеку,